Артем, наконец-то мы с тобой встретились этим уютным мартовским вечером. В этом замечательном месте, в клубе 49. Где мы сможем обсудить с тобой наш досуг на ближайшую неделю. И пообщаемся с интересным человеком. Спорим, я смогу тебя сейчас удивить своим культурным мероприятием. В Российском театре, между прочим, 11 марта пройдет не спектакль, а балет «Лебединое озеро», а 12 марта балет «Щелкунчик». В кинотеатрах нашего города премьера. Трогательный фильм об отношениях человека и робота. Фильм называется «Робот по имени Чаппи». Снова здравствуйте. Итак, сегодня день 944. Я почти у цели. Станция первого в мире робота с искусственным интеллектом. Ты Чаппи. Чаппи. Молодец, да! Он как ребенок. Его надо учить. Роботы должны служить закону и защищать граждан. Проблема искусственного интеллекта в том, что он непредсказуем. Мы знаем, кто ты такой, парень. Не переживай, Чаппи, мы никому не причиним вреда. Мы просто достанем себе денег. Ради всего святого, что это? Этого робота необходимо устранить. Вы не можете, он особенный. Уничтожьте робота. Сожгите дотла. Ты мне солгал! Куда ты собрался? Нам грозит большая опасность. Робот по имени Чаппи. Наступила весна. Это значит, что цирк Шапито вновь готов открыть свои двери для всех желающих. Тома 7 в арт-клубе Infinity выступит группа Illinois, а 8 марта Никита Васильев исполнит романтические песни для всех дам. В Союзе художников открылась выставка с интересным названием «Женский взгляд». В преддверии 8 марта клубы нашего города устраивают настоящий праздник. В частности, клуб 49 приглашает всех на праздник весны. Конкурсы, подарки и много всего интересного. Но 9 марта заслуженный артист Северной Осетии и прекрасный оперный певец Вадим Чельдиев порадует всех нас замечательным концертом. А я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех от лица нашего телеканала. Дамы, с праздником вас! Сегодня у нас в гостях заслуженный артист Северной Осетии, оперный певец Вадим Чельдиев. Привет, Вадим. Вадим, здравствуй. Спасибо, что вырвался и пришел к нам в гости. Спасибо вам за приглашение. Вадим, готовясь к сегодняшней программе, я узнала один очень интересный факт. Оказывается, ты занимался хореографией, и однажды во время твоей репетиции твое пение услышал дирижер Тамерлан Хосроев. Он же посоветовал тебе непременно заняться оперным искусством. Расскажи, твоя карьера началась после этого случая? Почти все так. Я был хореографом, учился в лицее искусств, потом в колледже культуры. Был такой народный фольклорный ансамбль «Нартон». Если вы помните, это где магазин Стейтон, рядышком было это помещение, и мы туда ходили танцевать. Нам было интересно старые остинские танцы, как их танцевались. И нам было интересно то, что там были старики. То есть мы были самые молодые. А там получилось так, что всех молодых, кто танцевал, их заставляли петь. То есть мы, порнуга по-остински называется, мы были таким составом хора. И вот там те старички, которых, к сожалению, уже многих нет, они как-то настоятельно рекомендовали мне пойти прослушаться куда-нибудь на вокал. Во-первых, это вызвало недоумевание и смех поначалу, но ради интереса, просто спортивного интереса, я пошел в государственный мужской хор по их велению, где прослушивал именно Тамерлан Хосроев. Я не знал вообще, что такое пение, я знал всего лишь одну строчку из песни «Додой». Вот эту одну строчку я спел, меня взяли в этот хор, и Хосроев пригласил меня в училище искусств. Ну и как-то так получилось, что первые 2 года
совсем неожиданно для меня. Признаться честно, я согласился на это только для того, чтобы в 90-е годы не шататься по улицам, не болтаться. Я закончил 2 курса, по-моему, и поехал поступать. Она меня прослушала и взяла в Академию молодых певцов Мариинского театра. Для меня абсолютно неожиданно. Я попал там в класс к Николаю Петровичу Охотникову, народный артист СССР, замечательный бас, ведущий бас Мариинского театра был в то время. И через год я поступил в консерваторию к нему же в класс. Вадим, на мой субъективный взгляд, одной из самых ярких опер в твоей жизни была «Демон». В 2012 году ты исполнил главную партию. Там нужно было не только петь, но и играть. Каково это было? Ну, честно сказать, это моя первая и пока единственная опера, потому что я уже в тот момент как-то стал выходить на какой-то сольный путь, и я очень фанател и до сих пор фанатею от Муслима Магомаева. Мне безумно нравится это все советское, я очень люблю. И вот поступило предложение спеть оперу. Потом после спектакля ко мне подошли, брали интервью и сказали: а как вы согласились, ведь это одна из самых сложных опер. Я честно ответил, что если бы я знал, что это одна из самых сложных опер, я бы не согласился. Но получилось так, что это было open air, во-первых. И мне очень понравилось, что это было бесплатное мероприятие. То есть это было во дворце Капеллы, во дворе. И люди, каждый, кто угодно, мог пройти мимо и посмотреть оперу. Я видел слезы людей. 2 людей просто унесли, потому что им стало плохо, они не выдержали всего музыки, всего вот этого. Но был потрясающий опыт. Меня даже, по-моему, какой-то из критиков Мариинского театра признал лучшим исполнителем «Демона». Я понимаю, почему это. Может, кто-то скажет, что там, не знаю. Но я лично думаю, что, наверное, внешний вид очень... Да, мне гримеры сказали: как вас выбрали хорошо. Я говорю: почему вы так говорите? Ну, вас даже гримировать нельзя. Вы так на демона похожи. Да, было. Надеюсь, скоро мы дойдем до того, что во Владикавказе случится такое же мероприятие. У нас есть потрясающие оперы, ребят. Я мечтаю, что в этом городе мы, дай бог, мы сделаем и поставим этот проект. Когда-нибудь это будет опера Коста. Малюсенькая одноактная опера, но я считаю, что наш маленький народ может ей гордиться. Вадим, в республике, да в принципе не только в республике, в России, но мы сейчас будем брать конкретно Северную Осетию, проходит сейчас такая некая утечка мозгов среди молодых людей. Насколько сильна, по-твоему, утечка именно талантов, можно сказать, голосов? Очень интересный вопрос. Но, на мой взгляд, утечка мозгов, она-то с 90 какого-то года, и она не прерывается. Но сейчас очень много молодых людей просто... Я их прекрасно понимаю, потому что самореализации нет, куда-то пробиться невозможно, а если ты пробьешься, то прокормить себя как-то можно при нынешних ценах, но прокормить еще кого-то рядом с собой, мне кажется, это абсолютно невозможно. Уезжают, естественно, все за лучшей долей. И редко кто возвращается, только потому что, поверьте, некуда. Если бы было куда вернуться, мне кажется, 70% бы вернулись бы точно. А на сегодняшний день, если вы говорите о голосах, к сожалению, эти голоса формируются. Здесь они получают очень хорошую школу и начальную базу в нашем училище искусств. И то это благодаря таким, как Балык, Хосроев, Хистанова и так далее. Вот эти корифеи наши. Да, это наша старая школа, Юрий Бацазов и так далее. Перейдем к концерту, наверное, да? Спросим, что там будет. Концерт будет состоять из советских песен и чуть-чуть наших. Но это тоже советские песни, они были написаны в советский период. В основном это будут песни Муслима Магомаева, что-то Георга Отца о любви. То есть в честь 8 марта, естественно, нашим женщинам, любимым, дорогим. Он пройдет в такой необычной, так скажем, для нас форме. Это будет рояль, классическое исполнение этих произведений, потому что мы как бы вот оперные певцы, все наши ребята, мы склоняемся к тому, что советская песня — это не что иное, как романс советской эпохи.
была эпоха Пушкина, были определенные стихи, была определенная музыка. Это был романс. Советские годы, другие стихи, другая музыка. Но это тоже романс. Если послушать песни Магомаева, это же романс. Это же то, что лечит душу. Это надо давать людям. Это надо, чтобы у них это было. Хотя бы, чтобы была какая-то альтернатива тому, что сегодня есть. Вадим, у всех творческих людей бывает муза. Есть что-то или кто-то, кто вдохновляет тебя? Моя мама меня вдохновляет. Ну, я не знаю такого понятия муза. Просто моя мать в меня столько вложила. Я был очень балованным мальчиком все детство. Она ради меня, из-за меня перетерпела столько еще со школы. Я был очень балованным. Она меня водила всегда, везде на танцы, на спортивную гимнастику. Всегда она так переживала. Ну, не оправдать то, что... Как-то повлияло на твой выбор в оперном искусстве? Вы знаете, это мама мне сказала, чтобы я пошел. Ну иди, пойди, сходи. Вот я пошел. Ну ладно, раз ты хочешь, я пойду. Вот год до армии, ну ладно, пойду вот сюда. И вот как-то я пошел. Это, а мать — это единственная муза, которая вообще должна быть у человека, мне кажется. Дороже матери ничего нет, мадахаш, ничего бафится. Это не я первый сказал. Ну, мама. Если бы у тебя была возможность встретиться с любым человеком, когда-либо жившим на Земле, с кем бы ты встретился и что бы ты у него спросил? Вы знаете, я бы с удовольствием пообщался бы с Осбогатаром, если честно. Меня очень раздражает, что у нас нет улицы имени Осбогатара. Я бы спросил у него, как он сделал из нас то, что мы есть сегодня и чем мы гордимся. Насколько исторические факты утверждают, что это благодарность ему. Ну, наверное, мне было бы интересно поговорить, спросить, узнать, насколько действительно мы великие. Очень оригинальный ответ, кстати. Да, такого не было еще. И вопрос тоже. Вадим, спасибо тебе за откровенность, Было за очень приятно. интереснейшую беседу. Мы тебе желаем удачи на твоем концерте.